Время экспортировать. На международном форуме в Уфе обсудили особенности иностранных рынков. Участниками мероприятия стали более 300 делегатов из России, ближнего и дальнего зарубежья. Особый интерес проявили представители малого бизнеса, которым государство субсидирует затраты на экспорт товаров до 1 миллиона рублей. Азат Садреев знает, что продаем за границу. Автоматические пробоотборники входят в урожай семечек, словно земляные буры. Уже в лаборатории за считанные секунды специалисты проверяют уровень масличности и, если все в норме, отправляют сырье на дальнейшее производство. Мощность Чешминского маслоэкстракционного завода – 1000 тонн готовой продукции в сутки. И это не считая высокопротеинового шрота, ценного кормового продукта в животноводстве и птицеводстве. За рубеж также уходит почти все рапсовое масло. В Европе башкирское качество оценили производители биодизеля. Приходилось участвовать на выставках, выезжать, приглашать сюда наших контрагентов. И они видели, что это за производство, что это очень здесь серьезные отношения, серьезные люди. Поэтому с ними нам легко. И вот последняя была международная конференция масложировая. Мы опять там встречались с нашими потребителями со стран Прибалтики, дальнего ближнего зарубежья. И, то есть были подписаны новые контракты. И вот потенциальные партнеры еще раз собрались в Уфе. Свыше 300 делегатов второго международного форума «Время экспортировать». Башкортостан готов предложить им не сырьевые товары, а уже готовую продукцию обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства, произведенную в том числе малым и средним бизнесом региона. Одним из стимулов для предпринимателей транспортировать свои товары за рубеж является компенсация затрат на перевозку. Поддержка может достигать 1 миллиона рублей. По итогам первого полугодия рост количества субъектов малого и среднего бизнеса в республике такой, что он уже за первое полугодие превзошел вообще весь рост прошлого года. Понимаете, да? Мы в 2 раза растем. Причем, что интересно, основной рост произошел во втором квартале. Несколько республиканских компаний уже получили субсидии на транспортировку товаров за рубеж. Среди них Туймазинский техуглерод. Конкуренция на международном рынке технического углерода более чем серьезная. И любой сбой в логистике грозит потерями. Благодаря поддержке риски для бизнеса минимальны. Поставки в Польшу осуществляются точно в срок. Ужесточился контроль качества продукции, дорогостоящее оборудование было закуплено для лаборатории, что позволило нам в кратчайшие сроки перейти на международные стандарты АСТМ, пройти нужную сертификацию. Сегодня мы прошли регистрацию в Европейском химическом консорциуме. Мы работаем с заводом технического углерода уже несколько лет, можно сказать больше, чем 20. Мы его просто поставляем на заводы, резиновые заводы не только в Польше, в Евросоюзе, во всех странах Евросоюза, а тоже и в мире, на мировые предприятия. Поставляем или точно на шинные заводы. 90% товаров за рубеж формируют 20 крупных производителей. При этом свои плоды приносит работа по развитию международной кооперации и экспорта. Как отметил Ради Хабиров, в рамках 5 региональных проектов республика решает задачу по выходу малых и средних предприятий на мировой рынок. Из 800 экспортно ориентированных башкирских компаний 650 как раз субъекты малого и среднего бизнеса. Сегодня был предметный разговор. Мы видим, что Башкирия здесь хороший пример. Республика вошла в наш пилотный набор субъектов, кто реализует региональный экспортный стандарт. Весь арсенал мер полностью используется в республике для малого бизнеса, для крупного, и даже есть уже дополнительный креатив. Доля несырьевого экспорта республики выросла почти в 2 раза, с 24 до 42%. Участники форума связали это с внедрением регионального экспертного стандарта 2.0, дающий инструменты, недоступные в других субъектах России. В частности, возмещаются затраты, в том числе и на перевозку пилотных партий товара. Предприниматели вправе рассчитывать и на компенсацию части затрат за сертификацию своей продукции. Позитивная динамика первого полугодия как доказательство правильной стратегии завоевания зарубежных рынков. Азат Садреев, Артур Ханов и Виктор Беренков. Новости Уфа.